Поэтому это должно быть всегда вместе, как два крыла. Чтобы это летело, нужно и чеченцам говорить о своей независимости, свободе, о своем государстве. И точно так же чеченцам нужно говорить о общекавказской свободе, о общекавказском союзе и государстве. Это все наши лидеры знали. Как я сказал, это исторически идет. В 90-х годах вся вот эта элита, которая является отцами-основателями Чеченской республики Ичкерия, это были те люди, которые были и основателями вот этой сначала Ассамблеи горских народов, а потом и Конфедерации, то есть активно пытались, чтобы весь Кавказ стал свободным государством. Наши лидеры это всегда знали и всегда к этому стремились и призывали. Еще в 91 году Джоухар в апреле месяце ездил в Грузию, встречался с Гамсахурдией, там договаривались о конфедерации, то есть на уровне президентов. Зелим Хьяндарбиев, который был вице-президентом у Джоухара Дудаева, да, при нем был вице-президентом, тоже активный участник в создании вот этой ассамблеи горских народов, конфедерации. Далее Сайд Асан Абу Муслимов, вице-президент при Зелим Хьяндарбиеве, тоже считается одним из создателей и идеологов общекавказского государства, Кавказской конфедерации. Наши лидеры всегда стремились к освобождению Кавказа с самого начала, призывали к этому и создавали все причины. Это как бы и есть наша политика. Поэтому надо просто вот так вот это понять и это нести, как бы это тяжело и трудно не было.